Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики проведена проверка исполнения земельного законодательства, по результатам которой установлено следующее. В соответствии с Конституцией и земельного законодательства земля, ее недра, растительный мир, другие природные ресурсы являются исключительной собственностью страны и используются в целях сохранения единой экологической системы как основы жизни и деятельности народа Кыргызстана и находится под особой охраной государства. Пастбища не могут быть переданы в частную собственность или в аренду. Однако проверкой установлено, что бывший глава ГКНБ Кыргызской Республики Сейгизбаев с должностными лицами Аламедунской райгосадминистрации и Ташмойнокского айлукмөтү Аламедунского района, грубо нарушив закон, совершили посягательство на целостность пастбищных угодий путем коррупционной схемы и незаконной трансформации под общественные постройки. В результате, получив в пользование на 49 лет сельскохозяйственный земельный участок площадью более 2 гектаров, расположенный в селе Койташ, на котором осуществил капитальное строительство, после чего с целью скрыть свои преступные деяния переоформил имущество на своих близких родственников. Вместе с тем отмечаем, что Сейгизбаев и его близкие родственники, а также ответственные работники Ташмойнокского айлукмөтү, подделав доверенности от владельцев, которые на тот момент выехали за пределы республики, либо умерли с целью незаконного завладения земельными участками, выданными вышеуказанным гражданам, также в целях придания законного вида своим преступным деяниям, путем инициирования судебных исков в Аламединский районный суд и впоследствии по незаконным судебным решениям оформили в частную собственность 92 земельных участка общей площадью более 18,5 гектаров. Кроме того, необходимо отметить, что Сейгизбаевым и его близкими родственниками по вышеуказанным земельным участкам не оплачены земельные налоги, а также на пастбищных землях, зарегистрированных на имя сестры Сейгизбаевой, без каких-либо разрешительных документов самовольно возведены различные капитальные объекты. И была обеспечена подача электричества. В связи с чем 20 января текущего года собранные материалы Генеральной прокуратурой были зарегистрированы в ЕРПП по статье 319 части 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, по статье «Коррупция», и на сегодняшний день начато досудебное производство.